Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Месяц сентябрь. Каким он будет для вас? Какие перемены произойдут в вашей жизни, какие ситуации, события, да и вообще в целом, что будет происходить в сентябре. Загадайте, пожалуйста, на себя, на свой сентябрь, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. А сентябрь-то веселый будет, яркий, событийный. Но скучать вам точно не придется. Вот это 100%. Здесь активность просто зашкаливает. Активность ваша и активность какого-то человека по отношению к вам. Девчонки, вот как хотите. Личную жизнь вы точно в сентябре устроите. Личная жизнь будет настолько полноценная, насыщенная, активная. Давно такого у вас не было. Девочки, которые в паре, в браке, здесь появится воздыхатель, причем воздыхатель очень гиперактивный, который будет вам просто проходу не давать, который, из-за под ноги вам будет кидаться, это 100%. Девушки, которые в поисках хороших отношений, пожалуйста, прекрасный вариант. Здесь будет и весело, и нежно, и страстно, и с этим человеком вы постоянно вот как в связи, в контакте, куда-то ездить будете. Очень хорошее событие. Так, давайте пойдем по порядку. Мы начнем с того, что у вас начинается как новый этап в жизни. У кого-то в прямом смысле слова новый этап, а у кого-то какие-то новые задачи перед вами, новые идеи, новые задачи, новые возможности, новая работа, новая учеба, новый коллектив, да, может быть, какое-то новое увлечение. И это новое, оно будет настолько удивительное, настолько прекрасное, что у вас, мои хорошие, уйдут какие-то страхи, уйдут какие-то переживания, как крылья за спиной вырастут. У вас, возможно, наконец-таки за долгий период в жизни что-то начнет вот прям не только получаться, но и радовать вас. Вот радость от новизны, радость от того, что я чего-то достигаю, я вижу результат, пусть даже промежуточный, но вот я его вижу, вот он в моих руках. То есть вы понимаете, что вы не просто так чем-то занимаетесь, а вы занимаетесь тем, что вам нравится, и тем, что дает вот прям 100%, 1000% результат. Так у вас идет. Прям, знаете, как перед вами вот несколько дверей открываются, несколько вариантов, несколько возможностей, несколько предложений. Вы еще и выбираете. А кто посмелее, то сразу в один момент сможет в двух направлениях продвигаться. Да, силы будут, возможности будут. По крайней мере, такой запал прям идет. Конечно, когда у тебя что-то получается, и ты видишь результат, то хочется продолжать. Да, такое идет. Смотрите, здесь еще какой-то вопрос решится, связанный с детьми. Дети, скорее всего, в школу пойдут, да? Возможно, у вас будет больше свободного времени, либо у вас будет меньше нервного напряжения по поводу: о боже, а что с моими детьми, а покушали, а с кем они, да, не делают ли они что-то плохое. Вот вы за детей своих будете спокойны, прям так выдыхаете и думаете: фух, хорошо, вот сейчас мне хорошо, вот сейчас мне спокойненько. Да, вот такой момент прям для кого-то очень важный, очень актуальный. Возможно, на летних каникулах ребенок дома, может быть, один находится, и вы переживаете. Но этот вопрос, он прям закрывается, и вы прям чувствуете успокоение и облегчение. Так, еще один важный момент. Кто-то из отпуска не выйдет. Не выйдет какой-то человек из отпуска. Я не могу сказать, на вашей ли это работе, либо в каком-то деле, в какой-то ситуации. Да, какой-то человек ушел в отпуск, и он оттуда не выходит, не возвращается. Для вас это идет очень хорошее событие. Знаете, как зеленый свет загорается. Понятно, что если на вашей работе, может быть, кто-то там из начальников, там, старших
по должности, ушел в отпуск и потом передумал возвращаться, для вас это прекрасная возможность занять вакантное место. А если это связано с какой-то другой ситуацией, тоже, знаете, зеленый свет, вот вам прямо выдох облегчения. Вы говорите: фу, хорошо, что этого человека я больше не увижу, да, либо этот человек не будет создавать мне проблемы. Ушел человек в отпуск и не вернулся. Так, еще момент. Момент связан с каким-то прям медведь. Видите, вот он медведь, такой огромный, белый медведь у вас вышел. На этом медведе сидит такая маленькая хрупкая девушка, которая этого медведя, ну просто, не знаю, запрягла. Запрягла, и как это лошади управляют медведем. Девчонки, ну, по медведю обычно проходят очень такие мужики, прям такие видные, бруталы. Но вы этим медведем прям управляете. У кого-то из девочек отыграется какой-то прям мега-супер-бупер важный проект в вашей жизни. Проект, который приведет вас к большой славе и к большим деньгам. А в сентябре вы только лишь запрягаете этого медведя, да? Но в правую сторону медведь, видите, вот лапки его, да, и он в правую сторону движется. А впереди еще долгая дорога. Мои хорошие, не бойтесь, не сомневайтесь, верьте в себя. Мужчины, если вы смотрите мою отсыпку, и если рядом с вами есть очень умная, красивая женщина, слушайте ее, выполняйте каждое ее пожелание, просьбу, каждый совет берите к исполнению. Потому что эта женщина выведет вас из темной густой тайги, такой непролазной чаще, к каким-то обетованным берегам, да? Там, где так, как там в сказке было, да, кисельные берега, да, что-то типа такого. Просто женщина умничка. Вот у женщин в сентябре прям все получается. А если мужчина слушает свою женщину в сентябре, у него тоже все получится. И он тоже будет купаться в этих лучах благости и славы. Просто шикарно. Девчонки, ничего не бойтесь. Ничего не бойтесь, пробуйте себя во всем и везде. Поверьте, результаты будут прям мгновенные. Мгновенные и стопроцентные. Чем тяжелее и сложнее задача, тем легче она вам дастся, тем успешнее она для вас исполнится. Верьте в это. И ни в коем случае в себе не сомневайтесь. И ни от чего не отказывайтесь. Ну, только если вам совсем это уже не интересно, и вы через силу делаете. А так, любые шансы, любые возможности используйте. Все идет на благо вам. Так, еще момент. Момент связан с каким-то разочарованием. Разочарованием в каком-то человеке. Я не могу сказать, любовная эта тематика, дружеская, родственная, не могу сказать. Но человек давно себя уже как-то некрасиво вел, некрасиво поступал с вами. И здесь в сентябре, как говорится, у вас уже терпение кончится. И здесь идет не просто размолвка с этим человеком, но и еще вы забаните этого человека, да, запретите к вам приходить, подходить, закроете свое сердце, свой дом от этого человека. И это будет очень правильное решение, очень правильное. И вы в этом убедитесь, причем убедитесь в какие-то короткие сроки. Я не вижу, что вы прям будете страдать по этому человеку. Скорее у вас будет досада, что так долго вы все надеялись, либо верили, что это человек нормальный, адекватный. А видите, как все повернулось. И ненормальный, и неадекватный, и вообще. Давно стоило порвать все связи с этим человеком. У кого-то в интернете, кстати, эта ситуация. Вот, у кого-то, вот, как я говорила, да, в родственном, в дружеском, в личном. Да. Но вот время пришло, глаза открылись, розовые очки спали. Все. Ставим точку, идем дальше. Так, еще один важный момент связан с какой-то покупкой, приобретением, обретением. Покупка не одна, приобретение не одно, их будет много, но вас как будто бы какая-то невидимая рука водит по каким-то горячим точкам. Вы, пожалуйста, вот услышите меня внимательно, вы будете попадать в такие места, где будет дешево, где будет качественно, где будет, там, не знаю, красиво, модно. Возможно, что-то приобретать за очень какие-то смешные деньги. Либо кто-то даже в дар будет получать, ну, бесплатно, да, вот дарят, дают, отдают, там, причем хорошее, новое, то, что прям такое, знаете, дорого стоит на рынке, там, в магазине дорого стоит, вот вам будут давать. Но здесь одно условие, вы должны молчать. Молчать и никому об этом не говорить. Вот прям совсем от слова совсем никому не говорить.
Очень важно молчать, очень важно сохранять режим молчания. Как только кто-то об этом узнает, поверьте, вам дорожку сразу перебегут. Сразу, еще потом вас будут тыкать пальцами и в чем-то вас обвинять. Что типа, зажала, раньше не сказала, ты там обогатилась и прочее, прочее. Молчите, я вас умоляю. Ни своим, ни чужим, ни встречным, ни поперечным, никаким. Вот сами, когда этот источник исчерпаете, вот тогда вы можете рассказать, что да, вот такая была ситуация, но упаси вас Господь кому-то рассказать. Перебегут сразу дорогу, еще в чем-то будут обвинять вас. Не стоит оно того. Есть возможность, пользуйтесь для себя. Напользуйтесь, потом уже можете кому-то рассказать. Так мне идет. Так, еще. Тут у вас кто-то будет вас хвалить, хвалить. В пример даже вас будут ставить. Я не могу сказать, кто этот человек, но от этого человека вы явно не ждете. Либо вы в сегодняшнем дне с этим человеком еще не знакомы, либо не контактировали близко. А этот человек будет прямо вами откровенно во всеуслышание восхищаться. Я могу так сказать, что в вашей жизни таких моментов либо вообще не было, либо, например, ваши родители вами когда-то восхищались. А так, что прям чужой человек и вас нахваливал, такого не было. Очень яркие чувства, впечатления на вас это все произведет. Вы, главное, не стесняйтесь, потому что этот человек, он по сути говорит, по делу говорит. Здесь не лесть, здесь не какие-то льстивые выражения. Нет, правда будет говорить. Человек как-то вас очень высоко оценит. И вот какие-то люди, и при этих людях человек специально, чтобы во всеуслышание, да, говорит о ваших сильных качествах, чертах, умениях. Похвала, похвала. Может быть, и какая-то награда будет, но я вижу именно слова. Так, еще очень какая-то узкая дверка. Очень узкая. В эту дверку нужно постараться и прощемиться. Вот в прямом смысле слова. Будут какие-то блоки, будут какие-то ограничения. Может быть, даже нужно будет деньги за что-то платить. За вход, либо какие-то подавать, там, не знаю, документы, за это нужно будет платить. Но здесь вам такой совет: делай, что хочешь, но прощемись в эту дверку, прощемись в это вот узкое отверстие. Так, я плохого не имею, ничего в виду, то да, звучит, конечно, не очень. Я просто из потока читаю информацию, и вот идут именно такие слова. Важно суметь пролезть, прощемиться и не остаться за бортом. Вот так мне идет. Это какой-то уникальный шанс, это какая-то уникальная возможность. Знаете, как 1 на миллион, и она вам выпадает. Если не побоитесь, если захотите заморочиться, поверьте, это все окупится, сторицей окупится. Окупится так, как никогда в жизни не окупалось. Вот конкретно у вас. Когда вы смотрите на успешных, богатых людей, да, какие мысли? Человек добился, да, человек то и сё. Вот у вас такая же возможность идет, но в нее нужно будет прощемиться. Вот, мои хорошие, откажетесь, откажетесь, сможете, не пожалеете. Вы не только себя, вы еще и своих детей, внуков и правнуков, возможно, обеспечите. Это что-то прям уникальное идет. Уникальное. Так, ладно. Я думаю, что ваше от вас не уйдет. У вас еще месяц, приблизительно где-то к середине, будет наполнен какими-то очень добрыми вестями, новостями, сообщениями. Знаете, как меняется информационная картинка вокруг вас, меняется информационное поле. Опять же, у кого-то это связано с личным, у кого-то это связано, например, с общественным. Да, будут приходить очень хорошие, добрые вести. Вы будете прям на позитиве себя ощущать, какая-то надежда появится, какие-то вот прям улучшения, да, люди вот прям будут об этом говорить, либо с вами говорить, и вы такая: значит, все хорошо будет, да, все хорошо закончится. Очень позитивная информация идет. Так, еще у вас тут саламандра перевернутая вышла с левой стороны. Это кто-то вас блокировал, и блокировал очень сильно. Блокировал человек либо в открытую, либо каким-то тайным образом, но перевернулся. Ослабит хватку, не будет на вас действовать эти все ухищрения. Блокировка — это становится такой вяленькой, слабенькой, и легко можно будет от нее избавиться.
По крайней мере, потому что эта саламандра перевернулась, вы узнаете, кто вас блокировал, вы узнаете, кто вам мешал, вы узнаете, кто против вас, например, что-то выступал, делал, либо за вашей спиной это все происходило, вы об этом узнаете. У кого были какие-то пропажи, порча имущества, неприятности какие-то могли быть, вы узнаете конкретно имя человека, кто это делал. Прям узнаете. Либо преступник будет пойман, вор будет пойман. Причем пойман не просто так, что вот это там какой-то Петя, Вася, а человека прямо под арест могут взять. Да, вот станет понятно, кто что делал. Так, мои хорошие, здесь мужчина очень настойчивый, очень интересный, умеющий любить и умеющий это все показывать. Кто у меня в паре в браке? Мужчина, который сходит по вам с ума. То есть ему все равно, что вы там в паре, что вы в браке. Вы ему нужны, причем я так понимаю, что влюбленность раньше произошла, да, может быть там и в августе, в июле. И вот просто в сентябре он созреет, он поймет, что без вас жизнь ему не мила. Без вас он не хочет жить, незачем ему жить, если его любимая женщина не с ним. Он будет вас добиваться, он будет вас тут закидывать всякими любовными посланиями, любовными предложениями, будет перетягивать к себе. Вы тут с ним и поразвлекаетесь, и комплиментов наслушаетесь, и подарочков получите. Ну, будет весело, девочки. Если вы дама свободная, то мужчина пришел вас покорить. И он не примет слова «нет». Да, я не думаю, что вы захотите сказать слово «нет». Потому что мужчина очень стоящий, очень интересный и действительно по-настоящему, да, любит вас, испытывает к вам самое неподдельное, чистое чувство. Если вы, девочки, не хотите никаких любовников, вы ничего не хотите, но тогда примите меры. Потому что этот мужчина, который идет, он очень настойчивый. Он будет за вас сражаться, он будет вас добиваться. Он не навязчивый, но он не сдается. Так мне идет. Так, а для тех, кто еще в паре в браке, у кого все хорошо, кому не нужны там новые партнеры, назовем это так, у вас в паре в браке вы как местами меняетесь. Ну, в хорошем смысле слова. Если раньше женщина за все думала, за все переживала, все на себе тянула, то в сентябре мужчина это будет делать. И я вам так скажу, вы в сентябре как-то будете меньше ругаться, меньше выяснять отношения, потому что у мужчины идет какая-то, не знаю, 200% занятость, то есть он очень много будет работать. Работа у него какая-то прям либо ответственность большая, либо объем работы, да, давит, и он такой прям уставший, выжатый будет приходить. Не будет ни сил, ни желания с вами ругаться, с вами спорить. При этом мужчина будет постоянно думать о семье, о нуждах семьи, о ваших нуждах, о нуждах детей, там, родственников. То есть, да, он будет выделять деньги, он будет какие-то действия совершать, там, свой выходной что-то поедет, сделает, починит, привезет, отвезет. То есть он будет, вот как вы, да, обо всем думать, заботиться, так и он будет это делать. А у вас больше идет как отдых, расслабление. Вот вы на него смотрите, нервы он вам не портит, как говорится, под ногами не путается, ходит себе, работает. И вы такая счастливая, у вас тут и время на себя появится, и на свое какое-то продвижение, движение. То есть вам прям очень понравится его состояние, его положение. Я вам так, девочки, скажу. Если на рожон лезть не будете, все мы взрослые, да, все мы знаем, как это происходит, то, девчонки, у вас прекрасный шанс обновить ваши отношения вот в плане того, как все у вас внутри устроено. Да, как вы на себе все тянули, так теперь он будет тянуть. Как бы вы за все отвечали, теперь он будет за все отвечать. А вы прям будете наслаждаться жизнью. Не перетягивайте одеяло на себя, не берите на себя то, что взял он. Пусть, если взял, как говорится, впрягся, пусть и везет. Это его прямые мужские обязанности. Вы же хотели жить лучше, вы же хотели больше времени для себя, для своей работы, для своих увлечений. Ну так все, не лезьте, живите, пусть он все делает. Прекрасный, на мой взгляд, момент. Главное, чтобы вы ему не мешали. И главное, чтобы вы там не предлагали себя, что «Ой, не переживай, я это сделаю сама», либо «Я вот то сделаю, это сделаю». Не надо. Если мужчина делает, пусть делает. Он же мужик. А вы прекрасная дама. Занимайтесь собой, занимайтесь своей жизнью. В самом венце, смотрите, вам будет подарен какой-то сногсшибательный подарок. Либо это то, что вы так сильно хотели, ждали, на что надеялись, например, не могли себе позволить.
либо это подарок, который вас просто сразит наповал, и вы просто в шоке. Смотрите, как вы поднимаете руки. У вас такой шок, ну в хорошем смысле слова. Вы такая радая будете, такая счастливая. Какой-то подарок. Это именно какой-то подарок будет вам сделан именно в сентябре. Ну, в Венце либо это самое главное событие, либо это событие, которое перекроет все другие события. Вот именно по ощущениям, по наполненности и по энергии. Какой-то прям сногсшибательный подарок идет. Так, мои хорошие, на этом все. Месяц у вас будет просто шикарный, на мой взгляд. Ничего не бойтесь, ни от чего не отказывайтесь. Действуйте в своих интересах, и высшие вас не оставят. И все у вас получится. Месяц судьбоносный. Мои хорошие, спасибо за внимание. Всем пока-пока.